Леди Халшин, добрый день, друзья. Вот хочу показать вам, как я варю варенье из черной смородины. Ну, как чистить и как мыть я не стала снимать. Хотя я снимала, но нечаянно удалила их, если честно. Просто я почистила смородину, хвостики поотрывала, засыпала 5 килограммами сахара, 5 килограмм смородины. И она у меня вот часа 2 постояла. Чуть-чуть внизу дала соку. Сейчас я перемешала, но еще перемешаю и буду варить. После закипания, наверное, минут 15. Там посмотрим по ходу. Я обычно варенье проверяю по капельке, как капну капельку на тарелочку. И если она не расплывается, то у меня варенье готово. Ну, из ягод, конечно, варенье варить долго не надо. Вообще-то в идеале, конечно, хорошо было бы для сохранения витаминов перетертую с сахаром. Но я не люблю перетертую с сахаром из черной смородины варенье. Я его сварю так. В этом году я его купила действительно просто для себя. Эти 3 года я не варила варенье из смородины, из черной смородины. Но в этом году вот решила, захотелось мне его все-таки сварить. 1000 рублей. В принципе, не очень большие деньги. И решила вот порадовать себя зимой. И так я еще планирую, не знаю, как получится, килограмма 2-3 хотя бы, наверное, заморожу черную смородину. Вот ее уже можно будет зимой просто перетирать с сахаром и есть, кто ее любит. В принципе, перетертую с сахаром у меня не любит никто. Если просто для витаминов я ее не сделаю, не буду есть. Ну, а в принципе так я замораживаю ягоды разные понемножечку для компотов. Я раньше варила, конечно, компоты в банках много, и по 200 банок, и по 300 банок была, потому что семья была большая, девочки еще замужем не были. Тогда я варила компоты. А эти 2-3 года просто решила экономить и не варить их, если честно, чтобы не покупать ничего и не тратиться лишними деньгами. Стараюсь вести пока такое экономное хозяйство. Ну, замораживаю ягоды, все-таки совсем ничего не есть здесь на диетах. Конечно, у нас не получится, сколько бы мы там ни должны были. Это все-таки не такие деликатесы, чтобы прям так много стоили. Покупаю малину, когда она где-то в сентябре, когда она дешевле. Замораживаю малину, ну, чуть-чуть заморозила клубнику. Также заморожила и смородину, и ежевику. И знаете, вот, ну, варю компоты не каждый день, просто вот через день, через 2 дня, в неделю 1-2 раза. Все-таки хочется чего-то, чем покупать там какие-то соки. Особенно, когда мы молод читаем, когда гости у меня, когда уразу держим. Нужно бывает по-любому варить компоты. И вот, ну, кинешь немножечко, там, 2 пиалочки на 10 литров даже того же, на 10 литров воды. Кинешь там дольки 2-3 лимона, апельсинчика, и прекрасный компотик получается. И мы вот так вот его пьем. Ну, вот как-то так, друзья. Вот сегодня сварю вот это варенье. Уже прозвучал азан, мне сейчас надо идти молиться, обеденный намаз. И потом, вот как варенье сварится, мне надо сварить, не сварить, а перетопить масло. Я взбила масло сливочное, сделала. У меня заказано топленое масло. И вот надо перетопить. Я покажу вам по ходу, как я буду перетапливать и масло. Ну и так по хозяйству очень много с чего сегодня у меня надо. Единственное, мне сегодня не надо собирать огурцы. Я их вчера собрала, собираю их через день только. Поэтому от огорода я так более-менее освобождена. Но мне надо будет подпушить немножко помидоры, болгарочку, если получится. Как получится, потому что сестра уехала, с мамой опять никого нет. Но маме лучше, алхамдулилла. Но все равно надо к ней заглядывать частенько. Надо ее кормить, смотреть за ней. Ну вот время уходит. И с этими моими сыновьями, друзья, это что-то. Посуды всегда бывает ворох. Вот целая раковина сейчас стоит. Так, друзья, ну вот видите, уже сахар растопился. Варится суп для мамы. Сахар растопился, но мне сейчас надо идти делать намаз.
прозвучал обеденный азан. Сейчас поставлю на очень медленный огонь, чтобы пока я молилась, скорее всего, оно и не закипит. Чтобы оно не закипело, может быть, даже и выключу. Занесу сразу по пути маме обед туда. Как я вам говорила, кухня у меня совсем сзади, не с домом. Так что как-то так, друзья. Работы много, представляете, уже обед. А я еще не вылезала из этой кухни. У меня сегодня 3 раза мои сыновья пили чай. После завтрака даже завтракали, потом пили чай. Приходили мальчики к ним тоже. Видите, ворох посуды помытый стоит мне. Не разобрала я еще. Я даже полы не мыла еще на кухне. Ну, вот как-то так, друзья. Не очень-то у меня сейчас прибрано, если честно. Ну, не получается у меня. Особенно с этими сыновьями. Это что-то. Друзья, я не знаю. Я не могу приучить их ни к порядку. Не то, чтобы они за собой убрали. Вот зашла в комнату младшего сына, так там такое, как будто бы там пробежала конная армия. Вот поругала его, вышла, чтобы прибрался за собой. Эти грязные носки, раскиданные рубашки, книги, чего только там нет. И то же самое и с посудой. Вот заходят пить чай через каждые 20-30 минут, а посуду оставляют. Вот прошу их и кричу на них. Что только не предпринимаю, но очень редко за собой убирают. Не знаю, как заставить их за собой убирать. Если бы они женились, уже, наверное, их бы жены выбирали, конечно, но они еще не женаты. И поэтому приходится делать все самой. И вот так вот целый день это карусель у меня. То посуда, то цыплята, то утята, то корова, то молоко, то варенье, то готовить. И вот по кругу все время. Я не знаю, и в принципе я даже и не отдыхаю, наверное, никогда. Ну ладно, я не жалуюсь. Алхамдулилла, лишь бы было здоровье. Так, друзья, вот хочу вам заодно все равно сюда захожу, показать свою, как говорится, святая святых, мою мечту, или как кухню моей мечты, наверное. Ну, пока да, просто моя мечта. Кухня моей мечты, это должна быть полностью обустроенная. Она у меня только вот в процессе строительства. Просто все равно мне сюда надо зайти сейчас. Я все-таки решила снять ее. Как-то затягивала, не снимала. Ну, вот покажу вам ее снаружи. Вот. Вот у меня вход в дом, основной дом. Вот он. У меня такой длинный дом, 20×6 он. Вот так вот. И вот сразу пристроена к нему же, к этой стене, вот эта большая комната 6×7, это моя кухня. И вот, как я говорила, большие окна. И вот я вам покажу. Просто уже 2 дня мой сын просит меня заложить в инкубатор перепелиные яйца. У него такое хобби. Я вам не показывала, покажу чуть попозже, наверное. Перепелки. А вот инкубатор я буду ставить сюда. И вот видите, комната большая, огромная, 6×7, как я сказала. Ну, тут даже вот стяжку сделали. Вот одно окно огромное и вот второе. Вот так вот, вот так вот, наверное, покажу. Вот 2 окна и также стеклянная дверь. Но вот все, что тут стоит, конечно, это просто все, это было у меня, кроме холодильников, в кладовке. А в этой кладовке он у меня сейчас сделал перепелиный цех, или как, я не знаю. Там теперь находятся перепелки. Вот это вся лишние вещи были там. Это вот у меня был магазинчик, я потом вам как-то расскажу. Железный магазинчик лет 6-7 тому назад, наверное, был. Потом я его сама работала сначала, а потом взяла в аренду, он был в аренде. И вот недавно расформировали этот рынок, и пришлось магазинчик я продала, а оборудование привезла домой. Это вот эти вот прямо перед нами железные полки и вот эти 2 холодильника. Они оттуда. Вот холодильник, который я говорила, что он у меня сломался. Обычно я молоко собирала в нем.
Уже 3 раза позвала мастера. Вот обещают завтра прийти и не приходит. Это мой морозильник. Ну, вот как-то так, друзья. В действительности комната очень большая. И задумок здесь много, что хотелось бы сделать. Но не знаю, если получится, получится, не получится, так делать нечего. Как-то так. Хотелось бы, конечно, но посмотрим. Я надеюсь все-таки на милость Аллаха, что мы все сможем сделать, сможем отдать чужие долги, сможем сделать все, что мы намечаем, ну, лишь бы были здоровы. Так, ну все, это было отступление от инкубатора и от яиц. Так, вот инкубатор я открывала, он был у меня прогрет до 37,8. Открывала, опять закрыла, и он, пока температура просто поднялась слишком быстро. Ну ничего. Так, вот. Инкубатор, по-моему, несушка, я уже не помню. Этому инкубатору уже лет 6, наверное. Но года 4 я ничем не занималась. Закладкой яиц, там, выведением. Даже и кур вообще не было, как я говорила. Пользовалась у меня этим инкубатором моя соседка. Вроде бы не жаловалась. Ну, молодец такая. Вот почти 3 года, по-моему, да, 3 раза или 2 раза точно она у меня его уносила. И приносит буквально вот даже не царапинки лишней нету. Так, воду мы налили еще утром сюда. Вот баночки. Ой, зря открыла. Баночки воду налили. Теперь не могу закрыть. Так. И вот, друзья, я начала выкладывать яйцо. Вот видите. Так. 153 яйца получается у нас. По бокам этот инкубатор все-таки греет не очень важно. И поэтому я закладываю яйцо более к центру. Вот так вот. Перепелок у нас вот на данный момент я точно не могу сказать, потому что там он потерял несколько штук. Я не занимаюсь перепелками, этим занимается мой сын, это его хобби. И как-то я к ним не отношусь. Он и сам и кормит, и все, и обслуживает их, и все делает сам. Просто он попросил меня заложить яйцо в инкубатор. Вообще-то мы покупали 45 перепелят, ездили за пределы нашей республики. И привезли по 30 рублей за суточного перепеленка, 45 перепелят. Из них я знаю, что 13 парнишек мы зарезали после того, как им исполнилось 45 дней. Ну и там у него еще, по-моему, то ли по 3, по 4 парня в каждом этом брудере, я даже не знаю, в клетке, как называются они у него. Вот сколько у него несушек, я не знаю. Не интересовалась как-то, если честно. Так, у него 3 породы перепелок. Техасская, японская и маньчжурская. Такие интересные, друзья. Они когда выведутся маленькие, если они выведутся, я вам, конечно, покажу. Они настолько интересные. Прям вот, не знаю. Так и хочется постоянно за ними смотреть. Но растут быстро. Буквально, вот я же говорю, им 45 дней. Они уже начали снестись. И петушки начали между собой драться, мы их зарезали. Но я почему-то не могу есть это мясо, вот даже не могу заставить себя взять в рот это мясо. А мальчики едят. Не знаю, может, когда-нибудь попробую, но пока у меня как-то душа не лежит к этому мясу. Говорят, вкусное, не знаю, друзья. Так, вот, теперь мне надо еще масло перетопить сегодня. И хотелось бы, если бы я успела, подпушить помидоры и болгарочку. После дождя у нас был дождь. Надо обязательно подпушить. И надо будет, ну, огурцы у меня будет сын опрыскивать огурцы от фитофторы. Собирать сегодня мне их не надо. Вчера собирала, обычно я собираю через день. Ну, вот как-то так, друзья. Я заложила первое яйцо перепелиное.
И, в принципе, это уже у меня вот через 4 года, как я закладываю яйцо и начинаю возиться с инкубаторами. 4 года я этого не делала. Я вам уже говорила, что мне сын не разрешал ничего разводить, никакой птицы, но его нет дома, и я вот, не знаю, осмелилась. Теперь у меня огромное почти хозяйство уток, гусей, цыплят. Единственное, никак не могу купить индюшат. В принципе, может быть, как-то по деньгам у меня и получилось бы кое-где там сэкономить или еще что-то. Но я что-то боюсь покупать пока индюшат, потому что у меня нет нормального помещения. Для индюшат все-таки нужно отдельное помещение, чтобы они не были хотя бы с утками и гусями. У меня уток и гусей очень много, а места мало. Так что в этом году, наверное, я в пролете насчет индюков. Но мне очень хочется. Я люблю эту птицу и люблю мясо этой птицы. Но, наверное, на будущий год буду разводить. Так, ну вот как-то так, друзья. Так, друзья, все намаз сделала, помолилась. Прочитала кое-какие молитвы. И вот сразу залила банки кипятком крутым, накрыла крышками. И сейчас они минут 10 у меня постоят. Я все-таки варенье перед тем, как уходить на намаз, выключила. Боялась, что оно будет долго кипеть, и я не успею. И там что-то будет, ну, слышно, переварится. Поэтому сейчас снова поставила на огонь. Вот пока у меня банки будут типа стерилизоваться, оно у меня как раз за это время, за 10 минут покипит. Больше и не надо, мне кажется, минут 10 только поварить. И вот сейчас вот минут через 10 солью эту воду, переверну банки, поставлю, чтобы стекла водичка. И потом залью варенье. Посмотрим, сколько баночек у меня получится, друзья. Ну вот как-то так. Так, друзья, вот баночки перевернула. Они постояли минут 10, пока у меня доваривалось варенье. Вот варенье сварилось, я вот капнула на блюдечко. Оно не стекает. Ну, минут 10-12, наверное, она у меня кипела. И вот сейчас будем заливать. Так, что-то неохота мне штатив ставить. Ну вот, пока немножко вам покажу, а потом покажу вам уже готовые банки. Это оно сейчас жидкое, а потом будет уже густое, мне кажется. Я люблю аромат черной смородины. И именно вот варенье, как я говорила, не перетертое, а вареное. Не знаю, может быть, конечно, оно более, менее полезное, но не знаю, я как-то хочу так. Хочу в этом году баловать себя, как говорится, не знаю, скорее всего. Ой, 100 раз сказала, не знаю. Могу же я хотя бы раз тоже себя побаловать. Тем более мне некому баловать. Так, ну вот, друзья, мне просто неудобно их снимать и заливать. Я сейчас выключу, а потом покажу уже готовое варенье. У меня всегда кухня, я же вам сказала, у меня кухня на заднем дворе. И слышно, как мои цыплята бегают там под навесом. Нет, все равно находят они лазейку, чтобы вот именно прибежать сюда. Не могу никак справиться и закрыть их. Так, ну вот, друзья. Сейчас. Потом я вам покажу готовую продукцию. Так, друзья, вот показываю вам, сколько у меня получилось банок. Сама даже и не считала, если честно. Так, 4, 3, 12. 12 семисоток, короче. И вот эта баночка пол-литровая. И вот в пиалочку я налила. И заодно я вам потом покажу, когда оно остынет, какой оно будет густоты. Оказывается, даже вот я отошла буквально на 2 минуты и чуть-чуть начала подгорать. Вот так вот, друзья. Сейчас закатаю их. И варенье из смородины у меня готово. Так, друзья.
Сколько бы работы не было по дому, но в огород мне нужно обязательно заходить. И хорошо, что зашла, если честно. Хотя зашла и расстроилась сильно. У меня такого не было, друзья, с огурцами никогда. Я вот увидела вот такое вот явление у себя на огурцах. Видите, листья завяли. И причем вот по рядам очень много я заметила. Но у меня не было, я говорю, такого. Листья желтели, пятнами были. Но такого не было, видите, я прям расстроилась жутко. Ну, потом, не знаю, залезла в YouTube, посмотрела. Говорят, это корневая гниль. Вот буквально 2 дня были дожди. Ну, видимо, и я поливала как-то, не знаю. Но все-таки вот такая ситуация у меня с огурцами. Я фитоспорином опрыскивала их 2 раза. А вот этот мужчина, ну, я не запомнила его имени, он рекомендует их поливать под корень, причем ударной дозой 3-4 столовые ложки, ну, разведенного этого фитоспорина на 10 литров воды. У меня была пачка, разведенная как раз, но мне даже на 1 ряд его не хватило, потому что большая доза на ведро, а тут у меня много рядов. Вот завтра придется ехать покупать, ну, пошлю сына, конечно, сама я очень редко выхожу, тем более завтра сестры моей нет с мамой, поедет сын, купит, и вот я попробую. Он вроде бы говорил, что их можно спасти. Ну, хотя бы то, что не заболевшие, можно было бы спасти, а то, что вот некоторые из них заболевшие, ну что, ладно, я как-то на этом глаза закрыла. Главное, я еще продаю огурцы, еще не солила себе. Вот, не знаю, у меня и заказов сейчас очень много, надо будет отказываться. Один заказ отдам на 20 килограмм и засолю себе, хотя бы для себя. У меня есть, правда, банок 20-25 даже баллонов стоят прошлогодних, но все равно свеженьких надо закатать, хотя бы штук 20. Просто у меня сыновья той зимой не были дома, и поэтому, в принципе, мы мало ели их. Поэтому они у меня остались. Хотя я все время, всю зиму и продавала соленые огурцы. Ну, к себе на работу возила, если честно. Я работала поваром. И туда на салатики у меня их покупали. Ну вот так, друзья. Это такое вот неприятное для меня, неприятная такая ситуация. Ну, что делать? Посмотрим, купим завтра фитоспорин, посмотрим, поможет ли нам этот фитоспорин. И все, и вот немножечко прополола, хотела прополку сделать, подпушить, но много не успела, потому что время ушло. Пока я варила варенье, заливала его, пока яйца в инкубатор закладывала, посуду мыла, готовила. Время прошло, и я не смогла. Вот кусочек только прополола. И палисадники. 2 палисадника сегодня, если честно, прополола. А то давно не полола палисадники. Ну, не давно, а буквально неделю, наверное, дней 10. И я не знаю, эта трава только так и прет. Вот собрала себе вот чашку вот такую вот помидорчиков. Я даже не думала, что у меня так много их созрело. Начала проплавать и увидела такие помидоры. Вот это вот помидорки черри. Ну, не очень маленькие, такие средние. У меня были еще маленькие, но там есть еще и маленькие, наверное. Просто это до града посажено, их побило градом. Так, ну вот сорвала себе 2 перчика, и несколько огурчиков и веточку базилика. Это просто чисто для салатика. Нам сегодня вечером, сыновей моих дома нет на вечер, будем только я и мама. Вот такой салатик сделаем и чапельгиш, наверное. Сегодня надо было держать пост. Мне очень хотелось держать пост, если честно, друзья. Но из-за моей болезни, из-за моей простуды у меня не получается, потому что я пью лекарства день 3 раза, кашляю сильно, если честно. Насморк, кашель не дает мне ничего делать, и голова болит страшно, приходится обезболивающие принимать. Хоть я и работаю, хоть я и хожу, но если бы этих таблеток не было, я бы не смогла ходить и делать то, что мне надо. Поэтому не знаю, не знаю, короче говоря, если честно, как-то не получилось у меня сегодня держать пост, хотя много раз сегодня пожалела об этом.
можно было бы, наверное, как-то вытерпеть. Но прерывать антибиотики, сказали мне, нельзя, не знаю. Ну, как-то так получилось. Ну, вот так, друзья, сейчас быстро подаю корову. Тесто у меня лежит еще со вчерашнего дня в холодильнике, кефирное, чтобы сделать чапик для лепешки. Вот сейчас пойду, подаю быстро корову, сделаю чапик. И я не успела еще перетопить масло. Вот если успею, перетоплю сегодня, не успею, так уже, значит, завтра. Потому что действительно я устаю сразу. Слабость такая, что много чего делать и не могу. Час-полтора, если честно, сегодня и отдыхала. Не спала, но просто отдыхала. И, в принципе, я даже ночью не спала. Как проснулась на утренний намаз, так и не засыпала больше. Ну, вот как-то так, друзья. Я пока не прощаюсь, а может быть... Ну, нет, я пока не прощаюсь. Попрощаюсь с вами, скорее всего, когда сделаю масло.